В эфире информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выступил с обращением к народу Абхазии в связи со сложившейся ситуацией в стране. Хатырску хавальтлар. Ишив гуйпш, а оппозиция помещрака и кудыргуло. И закон дорос зарака, и рахкена, хтулыча атагылазаша акыр и водавихай. Хавальтлар зиге шах абхара ассойт, яшер пширц, акогара ачхара. Апсна анабхгара хатала, сара а конституция агарант яхасабала. Ял харшаров, хавальтлар, ртынчра, рзинка, рыхчера, республика же атышен палара. Уважаемые граждане Республики Абхазия, в эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участия в предстоящих президентских выборах на деле обнажили суть своих главных намерений – досрочной отставки главы государства. Я уже сообщал о том, что проблемам, связанным со здоровьем депутата и его помощников, нами уделяется пристальное внимание. Совместно с российскими коллегами, нашими правоохранительными органами ведется тщательное расследование дела. Как вам известно, во имя осуществления своих целей оппозиция прибегла к объявлению бессрочного митинга перед зданием парламента Республики Абхазия, к ряду противоправных акций, перекрытию центральной автотрассы на участках сел Бзып и Тамыш, принудительной остановке работы троллейбусного хозяйства и автобусного парка в городе Сухум и другим мерам, дестабилизирующим обстановку в стране. И все это происходит в период начала курортного сезона. Подобное нагнетание напряженности, к глубокому сожалению, может отпугнуть многих отдыхающих, приему которых мы уделяем значительное внимание. Я уже говорил в своем выступлении о важности спокойного проведения выборов в сроки, определенные Конституцией Республики Абхазия. Однако методы, используемые оппозицией, говорят об обратном. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями. Органы власти Абхазии принимают все необходимые меры по сохранению стабильности и спокойствия в стране, предотвращению провокационных действий, способных расшатать конституционные устои нашего государства. За эти дни неоднократно созывался Совет Безопасности, на котором обсуждаются разумные пути урегулирования складывающейся ситуации. Обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться на провокации, проявлять выдержку, бдительность. Уверен, что нам удастся сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Срайздырвай, шкогара, фейлкара и рабзураны, имя фусахты скорышка и шаферпшва азнейша яша. Хапсад гелачу и сырцва, а важлара политика проблемака зиги сбахаров зин мюала, тынч мюала. Жлар рджабала ялыршо, а яйрака суверенитет рейпурхарзы. В Народном собрании Абхазии состоялся брифинг, на котором был оглашен диагноз депутата парламента Аслана Бжания за подписью главного врача городской клинической больницы имени Буянова в Москве, в которой проходит лечение Аслан Бжания. Заключение российских врачей было получено в ответ на запрос Генеральной прокуратуры Абхазии в рамках доследственной проверки. Разные кривотолки, домыслы привели к тому, что у нас закрепилось мнение, что Аслан Георгиевич непременно отравлен кем-то, отравлен. Всех это беспокоит до сих пор. Вы, депутаты дорогие, дали поручение Генеральной прокуратуры, министру здравоохранения, чтобы они вплотную занялись выяснением всего того, что связано с болезнью Аслана Георгиевича Бжания. Первые сведения, которые им удалось выяснить, в результате допросов некоторых наших граждан, мы уже выслушали. Генеральная прокуратура специально выслала следователей в Москву, чтобы на месте разобрались с тем, с чем
поступил в больницу Аслан Георгиевич, какой диагноз на самом деле. Сегодня поступила к нам в прокуратуру официальное врачебное заключение. Много чего становится ясным. Данное заключение исключает факт отравления. Имеется у нас официальный диагноз заболевания Аслана Георгиевича Абжаня, который я хочу вам в настоящее время зачитать. Он находится в городской клинической больнице имени Буянова, город Москва. Я вам полностью зачитаю, как мы его получили. Хочу особо подчеркнуть, что мы его получили сегодня по почте, а оригинал его находится, естественно, в Москве. Это старшему следователю Главного следственного управления МВД Российской Федерации по городу Москве Вуконову. За подписью главного врача городской клинической больницы имени Буянова, Департамента здравоохранения города Москвы А.В. Саликова. На ваш запрос от 20.05.19 года за номером таким-то о предоставлении медицинских документов в отношении гражданина Абжаня Аслана Георгиевича сообщаем. В соответствии со статьей 13 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации и указа президента Российской Федерации от 6.03.1997 года за номером 188 об утверждении перечня сведений конфиденциального характера, информация о факте обращения за медицинской помощью, состояние здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, получаемые при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении и исполнении профессиональных, служебных и иных обязательств, кроме случаев, установленных законом. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается, в том числе по запросу органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, в связи с проведением прокурорской проверки, расследования или судебным разбирательством. Из вашего запроса не усматриваются основания, допускающих предоставление документов, составляющих врачебную тайну. Согласие пациента сообщаем его клинический диагноз. Острая, моторная и сенсорная полинейропия, в скобках подтип синдрома Гиейна-Барре, с тетрапарезом, вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными, вегетативными нарушениями. Осложнения. Нозокомиальная двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония. Острый правосторонний карательный средний отит. Острый левосторонний эксудативный средний отит. Состояние здоровья тяжелое, стабильное. С учетом тяжелого состояния здоровья проведение с пациентом процессуальных действий невозможно. Главврач городской клинической больницы имени Буянова А.В. Сальков. Одновременно хочу вам сообщить, что нами также проводятся следственные мероприятия с охранниками. Сегодня, в настоящее время, проходит их допрос. Я думаю, что в ближайшее время мы получим их диагноз так же, вот как мы его получили. Могу утверждать, что вынесенный диагноз, это острая полинейропатия, является заболеванием аутоиммунным, истинно неврологическим. Аутоиммунное подразумевает выработку самим организмом патологических агентов, антител против своих клеток. Аутоиммунные заболевания в разных направлениях бывают, то есть не только в неврологии, в ревматологии, пульмонологии и прочих. Что касается данного конкретного заболевания, обсуждая провоцирующий фактор, экзогенной интоксикации не упоминаются. Чаще всего дебютирует после перенесенной вирусной инфекции, в том числе гриппа. Этиология, то есть происхождение, однозначно и до конца не изучена. Заболевание протекает тяжело, но поддается специфической терапии. Я имела в виду, что если освещать эту проблему в свете информации об отравлении, которая бытует в нашем обществе, то я как невролог не могу связать дебют неврологического аутоиммунного заболевания, этой болезни, синдром Гиейна-Барре иначе называется, с отравлением каким-либо веществом, в том числе тяжелыми металлами. В данном случае интригующий нас всех вопрос, было ли внешнее воздействие или нет, не может не ответить ни эта экспертиза, ни коллегия наших врачей, потому что это прерогатива исключительно
я считаю, прокуратуры, которая сопоставляет все факторы состояния здоровья всех троих человек. И только когда будут допрошены охранники, когда будет получена справка об их здоровье, сопоставив все эти факторы, можно будет говорить о волнующем нас всех вопросе. Комментируя полученное заключение российских врачей о болезни Аслана Бжани, министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнаки в интервью абхазскому телевидению также заявил, что факторы внешнего воздействия при таком диагнозе исключаются. Генеральная прокуратура Республики Абхазия сегодня предоставила в Министерство здравоохранения информацию по запросу следователя МВД Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики, значит, за подписью главного врача городской клинической больницы имени Буянова, где проходит лечение наш депутат парламента Аслан Георгиевич Бжани. Согласие пациента сформулирован и предоставлен нам клинический диагноз, который звучит следующим образом. Основной диагноз – это острая моторная и сенсорная полинейропатия синдрома Гиена-Барре с тетрапорезом, вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными и вегетативными нарушениями. Осложнение основного диагноза указано нозокомиальная двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония. Данное заболевание является основное заболевание. Синдром Гиена-Барре – это неврологическая патология, которая носит аутоиммунный характер. То есть проблема, связанная с патологией иммунной системы, которая приводит к подобным осложнениям, поражениям черепно-мозговых нервов в том числе. Но как и любое заболевание, синдром Гиена-Барре имеет свои причины. Причинами этого тяжелого заболевания являются, как правило, инфекционные заболевания, это прежде всего вирусные и бактериальные инфекции различного происхождения. Также к данному синдрому могут привести наследственные факторы, то есть оно может быть генетически детерминированным. Могут быть причинами новообразования центральной нервной системы, головного мозга в частности. То есть это те причины, которые на сегодняшний день являются основными причинами, указанными в патогенезе данного заболевания и в имеющейся литературе. Факторы внешнего воздействия в данном диагнозе исключены. Они не могут являться причиной данного синдрома. То есть заболевание, синдром Гиена-Барре является аутоиммунным заболеванием, приводящим к патологии черепных нервов в данной ситуации. МВД Абхазии сделало заявление, в котором призвало население соблюдать законность и порядок при организации проведения массовых мероприятий общественной и политической направленности. Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и готово обеспечить соблюдение правопорядка на всей территории страны. Предпринимаемые некоторыми членами нашего общества действия на грани политического шантажа, манипулирования общественным мнением, настроениями граждан, а зачастую предоставление неполной и искаженной информации могут спровоцировать негативную ситуацию в республике, отмечается в заявлении. Министерство внутренних дел Республики Абхазия обращается к гражданам страны не предпринимать действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии, не поддаваться провокации, максимально анализировать поступающую информацию и соблюдать законность и порядок на территории республики. В
В соцсетях распространено вот это видео, где люди в масках и в форме избивают и разгоняют группу молодых людей. Министерство внутренних дел расценивает распространение этих кадров как провокацию. Как нам сообщили в пресс-службе МВД Абхазии, это кадры учения отряда СОБР МВД Республики. 26 апреля Министерство обороны Абхазии совместно с частями и соединениями Южного военного округа Вооруженных сил России провели командно-штабные учения в рамках плана боевой подготовки объединенной группировки войск Абхазии и России в соответствии с межгосударственным договором о союзничестве и стратегическом партнерстве. В этих учениях и принял участие отряд СОБР МВД Абхазии. Распространенные кадры – это съемка тренировок СОБР МВД Республики, которые преподносятся как события сегодняшнего дня с целью дезинформации общества. Здравствуйте, меня зовут Иснат Халбат. Я окончил Абхазский государственный университет и на сегодняшний день прохожу срочную службу в армии. Вот это видео со мной, которое было выложено в интернет и было неправильно истолковано тем, что на сегодняшний день вот эти события происходят в селе Тамыш и таким образом разгоняют мирное население. Хочу развеять ваши сомнения по этому поводу. Это видео было снято около полутора месяцев назад на общевойсковых учениях, которые проводились в нашей республике. И также мы были предупреждены об сценарии этих учений. Также вот все ребята, которые стоят рядом со мной в гражданской форме, это все мои сослуживцы. И мы были об этом предупреждены. Там и на самом видео видно в конце, если кто-то досмотрел до конца, о том, что можно понять по нему, что это видео фейковое. Это учения проводились. Я в этих учениях не пострадал. И меня разозлило то, что какие-то люди, я не знаю их имен, они воспользовались этим, выложили его в интернет, чтобы превратно истолковать его. Хочу сказать, что на самом деле это все было не так. Я в этих событиях вообще не участвовал, так как находился в то время в части. И прошу наше население нашей республики, всех тех, кто посмотрел этот ролик, не уподобляться тем людям, которые выложили данную видеозапись, быть здравомыслящими. На объявление акции общегражданского неповиновения также отреагировала Генеральная прокуратура. В связи с распространяемыми в социальных сетях призывами к гражданскому неповиновению и другим противоправным акциям, Генеральная прокуратура Республики Абхазия обращает внимание граждан страны на необходимость соблюдать основной закон страны – Конституцию. Любые призывы к свержению государственной власти и проведению незаконных акций влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия, заявила Генпрокуратура. Во вторник с 9 утра автотрасса в районе поселка Бзыбь разблокирована. Также утром была разблокирована трасса в районе села Тамыш. Автотранспорт проезжает беспрепятственно. Нет проблем с общественным транспортом и в Гагре, и в Гудауте. Между тем, столица во вторник испытывала проблемы с функционированием общественного транспорта. По городским улицам курсировали частные такси, стояли автобусы. В рейс вышли лишь 1-2 троллейбуса и несколько маршрутных такси. Жители Сухума испытывали большие неудобства при перемещении по городу, в том числе школьники и студенты. Не ходит транспорт, вот сидим, ждем, что будет, не знаю. Сын утром привез, а теперь уехать не можем, потому что транспорта нет. Сосед меня подвез. Я и не знала, что транспорт не ходит. А вот приехала, набрала, у меня дома муж сердечник. Одного оставила. Тоже подвезли нас и вот подумать не могли, что транспорт не ходит. Вот теперь стоим и ждем. Я уже час жду. У нас на старый поселок и так проблемно, а сейчас вообще ужасно стало. Народ при чем-то? Должен быть транспорт. Очень тяжело, если так будет и завтра, и послезавтра. Ладно, мы, те, которые ездят на машине, это понятно, но старики, взрослые, дети, в школу надо, на работу надо. Люди, пенсионеры, жалко же таких людей. Мое мнение, то, что это неправильно. Совсем так, чтобы поступить с людьми, не знаю. Ситуацию прокомментировали в Сухумской городской администрации. На настоящий момент существует сбой в работе общественного транспорта. На сегодняшний день у нас на линию, к сожалению, к большому не вышли
автобусы муниципальные и те автобусы, которые мы в простонародье называем маршрутками. Также не смогла выйти на линию большая часть троллейбусов. В настоящий момент ведутся переговоры с водительским составом для того, чтобы возобновить движение общественного транспорта, с тем, чтобы не доставлять неудобства и дискомфорт жителям и гостям нашей столицы. На текущий момент у нас вышло на линию несколько троллейбусов по маршруту номер 1. На завтра планируется возобновление работы троллейбусного парка в привычном режиме. Что касается остальных видов транспорта, как я уже подчеркнул, ведутся переговоры, пока что-либо сказать затруднительно. Протеста оппозиции. С утра 21 мая здесь все еще стоят люди, но в целом тихо и спокойно. Наша съемочная группа проехала по Сухому, чтобы узнать, что думают по поводу сложившейся ситуации жители столицы. Народ обеспокоен происходящим, но несмотря на последние события, учебные и медицинские учреждения города работают в обычном режиме. В обычном режиме работают и все государственные организации. Одно из самых оживленных общественных мест – центральный городской рынок. Здесь, по словам продавцов, с утра все как всегда. Однако торговля не очень хорошая. Мне абсолютно ничего, я живу в 2 шагах от рынка. А так, конечно, торговли нет, людей нет, люди не могут попасть на рынок. Одна из самых главных проблем, с которой столкнулись горожане с утра 21 мая – отсутствие общественного транспорта. Это создало проблемы студентам, школьникам и тем, кто спешил на работу. Мы побывали в одной из столичных школ. Здесь все по расписанию. Выпускники готовятся к последнему звонку, а в классах идут последние перед летними каникулами уроки. Однако, по словам директора школы, из-за отсутствия транспорта несколько учителей не смогли добраться на работу. Я хочу сказать сразу, что, во-первых, у нас в школе обучаются большая часть. Это микрорайон наша школа, это улица братьев Зонтария, улица имени Мушни-Хварцке, Акертава. И, естественно, они или пешком они идут, многие родители подвезли. Есть дети, которые живут в различных частях города. Мало того, у нас в школе обучаются около 100 деток из пограничного городка. Их автобус в полном режиме, он в течение дня приезжает 5 раз, забирает, увозит первую смену, вторую смену. Все дети с погрангородка у нас прибыли на занятия. В обычном режиме, единственное, у нас учитель не смог добраться из города Гудауты, она на трассе стояла, утром она позвонила, говорит, нету транспорта, не могу. Но мы организовали замену ей, и еще одного учителя не было из Багмарани, тоже транспорта не было, то же самое организовали замену. В Абхазском государственном университете сейчас самая горячая и ответственная пора. Студенты готовятся к летней сессии, а выпускники сдают госэкзамены. Многие из них живут не в городе, и им было сложно добираться в университет. У меня сегодня была защита дипломной работы в Абхазском государственном университете на кафедре биолого-географического факультета, специальность медицинская биохимия. Когда я приезжала в АГУ, в Тамыше, столкнулась с неприятностями, нас не пропускали, пришлось пешком пройти барьер, так скажем, и потом на обратном пути я уже приехала на такси в АГУ. Как мы убедились, в основном горожане далеки от политики и от того, что происходит у стен парламента Абхазии. В целом обстановка в Сухуме спокойная. Однако неудобства, которые вызваны акцией оппозиции, конечно же, не могут не сказываться на настроении людей. Гугуса Вардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В Абхазии начался курортный сезон. Туроператоры опасаются, что напряженная политическая ситуация в стране отрицательно скажется на желании туристов посетить Абхазию. Большинство народа республики ожидают курортный сезон, чтобы за эти 3-4 месяца заработать хоть какие-то деньги. Сколько бы ни было вопросов, на которых нет ответа, сколько бы нерешенных проблем не было, нужно проявить мудрость, надо спокойно, семейно все эти вопросы решить здесь, чтобы это максимально осталось внутри Абхазии, чтобы эта информация наших внутренних проблем не выходила за пределы. Только так, я думаю, мы можем сохранить этот курортный сезон, и все смогут хорошо поработать в этом году. В связи со сложившейся обстановкой, конечно, вчера уже к нам звонили турагенты, туроператоры, спрашивали, как у нас вообще обстановка
и что происходит. Мы рассказываем о том, что у нас все хорошо и ничего не влияет на сам туристический сезон и на туристов. Это наши внутренние дела, и мы их решаем. Но, конечно, такие обстоятельства, они не очень хорошо складываются для сезона. На самом деле это несерьезно. Перекрывать дороги. Нам пришлось сегодня отменить экскурсии. У нас на территории Абхазии сейчас находится несколько делегаций и проходят рекламные туры. Да, и все это, конечно, влияет. То есть сегодня с утра уже начались у нас отмены брони. Многие отели мне позвонили, коллеги звонили и говорили, что у нас отказываются от бронирования. Где-то от бронирования не отказываются, но бронирование прекратилось. И мы прекрасно с вами понимаем, что против нас ведется информационная еще и война. И все, что происходит в Абхазии, раздувается до неимоверных размеров. Да? И, конечно, такие события, такого плана, они влияют только отрицательно на нас. Сегодня утром до 20 автобусов вынуждены были повернуть обратно. Только потому, что оппозиционные политики дали команду перекрыть Бзыбский пост. Мы подвели подсчеты, наши потери одного дня, они составили до 1,5 миллиона рублей. Это те деньги, которые недополучили наши граждане. Я считаю, что в данном случае даже чисто политически была допущена грубейшая политическая ошибка, потому что тот, кто думает о стране, тот, кто переживает, болеет о своей стране, о своем народе, тот никогда этого не допустит, потому что на туризме зарабатывают наши простые граждане. Что бы ни происходило внутри страны, никаким образом это не должно повлиять на тех туристов, на тех граждан России, тем более, вы знаете, это наш стратегический партнер, и он никому не скажет спасибо за такие действия. Мы должны быть им благодарны за то, что они нам дают своих туристов при той высокой конкуренции, которая существует в этой сфере. Еще раз могу повториться, что тот, кто думает о своих гражданах и о своей стране, никогда бы этого не допустил. 21 мая, в День памяти жертв Кавказской войны, Министерство по репатриации Республики Абхазия подготовило ряд мероприятий, но все они были отменены из-за акций протеста оппозиции. Как нам сообщил замминистра по репатриации Джамбул Инжге, проведение памятных мероприятий, посвященных жертвам махаджирства, отложено на неопределенное время. Перенесен также и концерт, посвященный 45-летнему юбилею народного ансамбля песни и танца «Эрцах». Концерт должен был состояться в Сухумской государственной филармонии. И в конце выпуска информация о погоде. Гидрометцентр сообщает, что в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром без осадков, туман, днем возможен умеренный дождь, местами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем 20-25, температура морской воды плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.